Мен бүгін қонаққа келдім Руслан янына. Зур үрдәк, матур үрдәк, ап келдің миңа. Сіз матур қызлар, не шаяртасыз, Йөрәгімнің януларын аңламайсыз. Сіз матур қызлар, не шаяртасыз, Йөрәгімнің януларын аңламайсыз. О! Даже наш үрдәк немножко потанцевал. Я видел, что он такой. Все, возвращайся к нему. Здравствуйте, дорогие друзья, и сянмесес, ну и сразу к поздравлениям, дорогие наши мамы, абилер, козлар, козымкалар. От всей души поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта. Мира, добра вам и побольше счастливых мгновений в вашей жизни. Ну и сегодня для вас большой сюрприз. На нашей кухне готовит один из самых популярных певцов, вокалистов татарской эстрады, который и танцует, и поет, и зажигает всегда, когда появляется на сцене. Сегодня он будет зажигать для вас. Многократный обладатель премии Алтын Барс Мөнир Ахмаев. Утысылмаған, ләкин утызға ері қалмаған. Hiç de bir şılmayım, altmurt olsa da, yaşamur рахат, достар болғанда. Салям алейкум. Салям. Видите, я пришел не с пустыми руками, я пришел с подарочком. Это фирменные сувениры от Мунира Ахмаева. Я делал всегда всем хорошим людям такие подарки. Конечно, праздник у нас женский, да, но подарки мне. Ну, по традиции уж каждый артист, пришедший к тебе на программу, дарит подарок. Поэтому я тоже от себя. Там и футболка, там и поездист. В общем, Мунир Ахмаев. Мунир Ахмаев – певец и шоумен. Родился в Альметьевске. С красным дипломом окончил факультет музыкальных искусств Казанского государственного университета культуры и искусств. Кафедру сольного пения у профессора Венеры Ганеевой. Выпускник проекта «Йолдозлар Фабрикасы». Победитель многочисленных республиканских и всероссийских конкурсов «Созвездие», «Рухият. Страна поющего соловья», «Роза ветров» и многих других. Семикратный лауреат фестиваля «Татаржера», негласный обладатель титула «Мачо татарской эстрады» и энерджайзер татарского шоу-бизнеса. Мунир Достым, у нас сегодня ответственная задача. Мы должны накрыть праздничный стол для наших любимых мам, для наших дочерей, для наших козымок. Сможем? Все сможем. Я же пришел еще не только с этим подарочком, я еще принес утку, понимаешь? Утку. Ну-ка. Вот она, уточка. Мы с Муниром сегодня... Вот она, моя уточка. Мунир, мы-то с тобой, Аллахашка, Альмет Малайлары. Я- Вот такие... Это, слушай, на гуся больше похоже, нет? Ну, это другая это утка. уточка. Это не здешняя утка, видимо. То есть она, Это видимо, пафосная, буинская. пафосная буинская утка, которая размером в 2 раза больше, чем простая утка. Кстати, ну смотри, все же готовят курочку, да, все готовят гуся, но вот утку забывают, мне кажется, да, поэтому это отличный выбор. Я считаю, что это отличный выбор, и это вообще, то есть вот если мужчина хочет сделать подарок своей женщине любимой, самый раз купил, а как готовить, это сейчас покажем. Это вообще ничего сложного. Алмалар туда-сюда, в общем, сейчас сделаем. Начинаем? Поехали. Итак, мы начинаем готовить праздничную утку для вас, милые дамы. Китек. Болшевец. Рассказывай какие-то секреты, или все просто? Самое главное в утке это маринад. Поэтому начинаем с того, что мы берем сначала вот майонез, добавляем сюда в майонез приправу. Ну, это смесь приправ, я вижу, да. Да, то есть, ну, в общем, это студенческая тема, мы так делали всегда. Это все смешиваем, естественно, да. То есть самый простой вариант. Кстати, кто-то же медом любит мариновать. У да, всех кто-то разные, отжигает. да. Вот то же самое, как с шашлыком. Вот. Шашлык там по-разному же Но, делать. если с маринадом понятно, расскажи, Мунир, какая начинка будет у нашей утки? Я буквально недавно узнал, что яблоко выполняет функцию впитывания жира. То есть, представляешь? Вот. Мы будем начинять нашу утку, получать черносливым яблоком. Так, ну что ж, я тут вот готовлю маринад. Сейчас он, в принципе, уже готов, но я немножко думаю. Мунир, твои поклонники, соли да, кстати, соль добавляем. Наши программы знают, что ты уже был у меня в гостях, да? Был, Вот, был, вот, да, вот за очень. это время, ну, 5 лет, наверное, где-то прошло, да? Вот кулинарные твои способности, они как вот? Мы на гастролях постоянно. И хочешь не хочешь, будешь готовить для команды, для себя. Мы взяли мультиварку, туда все закидываешь, все готово. Спасибо студенческой жизни. И, Который то опыт есть тебе передал, опыт, да? Конечно, мы в общежитии в свое время, еще как там, постоянно готовили. Хорошо, Мунир, а какие блюда тебе нравятся? Вот? Чем вот твои поклонницы могут удивить тебя? Какое блюдо приготовить так, чтобы ты сказал: ой, Матур Козлар, Бигзур Ахмед, большое спасибо, мое любимое блюдо приготовил. Какое блюдо именно? Да. Ну, что тебе нравится? Я вообще всеядный, я все ем. Но я в основном люблю все-таки нас, как Венера Ганеева нас учила, то есть обязательно для горла, для связок нужен бульон. Всегда только вот старался все-таки кушать больше супа. Многие говорят, это суп, это вообще бесполезные, Ну нет, нет. бесполезные вещи. У татарских мужчин аш это на первом месте, ты же знаешь. Давай так, поменяемся на секунду. Я буду У меня всё- сейчас фаршировать
нашу утку, да, черносливым яблоком, а с тебя, Дустам, красивая песня, чтобы утка была вкуснее. Ну, мы с тобой люди шоу-бизнеса, люди сцены, и поэтому мы с тобой всегда любим импровизировать. Поэтому давай мы все-таки споем с тобой песню, ту, которую знают наши телезрители. Татарская, народная, веселая песня «Эксэзматур Козлар». Итак, в чем интерес этой песни? То есть мы, получается, экспромт будет, да, то есть куплет. Придумаем сейчас? То есть мы сочиняем, мы импровизируем, а, естественно, припев уже мы там Давай. поем. Тот, который поют все. И все знают. Итак, Мин бүгін қонаққа келдім Руслан янына. Зур үрдәк, матур үрдәк, ап келдің миңа. Сіз матур қызлар, еш шаяртасыз, йөрәгімнің януларын аңламайсыз. Сіз матур қызлар, еш шаяртасыз, йөрәгімнің януларын аңламайсыз. О! Даже наш үрдак немножко потанцевал. Я видел, что он такой. Все, возвращайся к нему. Все, ну что ж, Так, все, внутри нашей утки чернослив, яблоки посолили, добавили есть, наши прекрасно. маринады. Все до конца маринуем. затолкал, нормально? Да? Итак, продолжаем мариновать нашу уточку. Мне расскажи, пожалуйста, что интересного происходит в твоей творческой жизни? Новые клипы, новые альбомы? Да. Ну, во-первых, отдельно давай про Пипя-шоу. Да. Уже который год вместе с Ландыш Нигмаджановой вы вот, так сказать, проект, держите это шоу на уровне. Проект на уровне, то есть мы В чем секрет проезжаем успеха этого проекта? второй сезон. Мунир. В чем секрет? В том, что оба мы яркие. Ну да, кстати, вы один из узнаваемых дуэтов Ландыш Нигмаджанов и Мунир Ахмаев. Это уже 100%. Но это, понимаешь, это дуэт такой, это не дуэт. У нас это просто мы две звезды, то есть в одном проекте. Всего лишь 3-4 дуэта есть, которые мы выполняем в течение концерта. Но тем не менее у нас концерт нестандартный. У нас все поставлено на танцах. То есть вот, как у нас говорят, харакет, движение — это жизнь. Всегда на стадии Хорошо, говорю. кто ставит вот конкретно движение танцевальное? Давай, раскрой нам секрет. Ну, знаешь, мы ставим вместе, то есть в основном идет импровизация. То есть нет художественного руководителя? У нас нет, у нас танцоры сами ставят себе танцы, мы уже потом уже подстраиваемся под них, они нам просто показывают какие-то определенные связки, где нужно выполнять вместе, и мы вместе выполняем. А так, я чисто сам всегда работаю импровизационно. Что я чувствую, то и танцую. Вот в этом моя, наверное, индивидуальность. Мне вот вообще на днях написала одна девушка, говорит: Мунир, вы вообще танцевать не умеете? Я говорю, ну это прекрасно. Так, я сейчас заканчиваю, у меня здесь уже все, мариновка заканчивается. Но Всё дальше клево. все у нас классически. Берем. Вообще, Традиционный вообще, рукав. честно говоря, я дома руками прям все делаю, да? Но здесь как бы хочется немножко культуру. Татары говорят handmade, you know? Окей. Кстати, Мунир, ты ведь поешь на русском, на татарском, на английском, а вот Еще на грузинском. про английский-то на грузинском? Грузинский тоже есть немножко. Есть кусочек для... Ну нет, просто я... Жители Грузии. Чито, Маргариту, да. Тогда я тоже пою по-грузински. Тогда многие... Я в свое время, когда приехал в Казань, то есть я 3 года работал в одном ресторане. А ресторан был не простой, а грузинский. Мы картошку закидываем туда, не забывай. Так, давай сразу это То есть, делать. да, сразу давай будем Итак, делать. Мунир Ахмаев, будучи студентом, 3 года выступал в грузинском ресторане. 3 года выступал в грузинском ресторане, да. То есть, естественно, я набрал там колоссальный опыт. Ты пел на грузинском там? Была песня, то есть, ну, понимаешь, я такой человек, то есть, когда просят, говорят: Мунир, надо сделать. Я говорю: хорошо, сделаем. Чито, Маргарита, это ты эту песню знаешь. Хорошо, а на английском ты тоже Чито, поешь? Маргарита, да. Ну, из Давай английского удивим сегодня женщин я наших. исполняю песню, ну, вообще репертуар мне нравится Майкла Джексона. You're not alone, I'm so alone. Oh, how you rain, I see a mistake. You're not alone. В общем, такой отрывочек нашим женщинам. Вот зря ты не допел. Сейчас мужчины встали дома и девушек пригласили своих на танец, понимаешь? А теперь песня, один куплет чисто женщинам. Песня из репертуара нашего любимого артиста. Все женщины любят. Песня «Без тебя». Без тебя,
Все ненужным стало сразу без тебя. От заката до рассвета без тебя. Как нужна ты мне, любимая моя. Как нужна ты мне, любимая моя. Только для вас сегодня поет и готовит Мунир Рахмаев, помогает Руслан Шарапудинов. А уточку вместе с картошечкой мы отправляем в духовку примерно на 1,5 часа. Праздничная утка. Для маринада майонез смешали со специями и натерли этой смесью утку снаружи и внутри. Начинили утку яблоками и черносливом. Уложили в пакет для запекания. Туда же добавили несколько очищенных картофелин для гарнира. Поместили утку на противень и отправили запекаться в духовку на 1,5 часа. Дорогие телезрители, продолжается предпраздничный выпуск программы «Секреты татарской кухни». Мы отмечаем 8 марта вместе с Муниром Рахмаевым. Яшьли күзләре артта кала, мин ашыгам талпана мала. Туктатым булса бераз, гомер агышын, тыңлар идем кабат яшьлек тавышын. Менә шулай. Рахмат. И вот с такой энергией вместе с Муниром в первой части программы мы отправили праздничную утку. Праздничная танцующая утка. Ушла пока. А она танцевала, если вы видели. Она в духовочке готовится. И сейчас Мунир сказал, что у него есть еще один рецепт. Достам. Да, но это уже что-то будет более сладкое имя. Это называется праздничный пирог. По-другому Бейрам пирога. Бейрам пирога или Бейрам бәлеші. Анинин пирога. Вот, мамин пирог. Да, менә шулай итәргә була. Причем самый главный ингредиент, как сказал Мунир, это варенье, которое вы всегда найдете в холодильнике у мамы или у своей дровяники. Итак, Мунир, в первой части все готово в основном ты, во второй давай я буду месить тесто сам. Расскажи, с чего делаем. Так, ну что ж, берем 300 грамм масла, уже Так. подготовленный. Закидывай. Закидываю сам. Так, все, это я убираю. Так, потом мы берем 300 грамм сахара. Шикер. Шикерский. Опять же, нурландский шикер, я смотрю. Вот и вот об этом и говорю. Так, Ну что ж, давай половиночку я думаю, высыплем. так. Вот. Давай, еще. Отлично, все. Так, все. Процесс пошел. Все, отличненько. Да. Сейчас мы берем 3 яйца, И по-другому тоже что добавили? юмурка. Юмурка. Менә шулай. Так, что ж. Мунир, так, пока мы в процессе приготовления теста, расскажи, пожалуйста, про нашумевший клип, который вышел вот совсем недавно, который называется «Сарама». Сарама, да, очень много было комментариев, до сих пор пишут по этому поводу. То Но, есть, многие думают, что вот. там снималась актриса Назови ее имя. Мила Кунис. Да. Откуда? Как ты договорился с Милой Кунис? Мунир? Что ж, съездил в Лаишево, что ж, К ней на родину. к ней на родину. Ну что ж, зашел в гости, попросил. Откуда такая стопроцентная схожесть? Ну, так получилось. Я даже сам не думал, что вот, когда уже выложил в историю в Инстаграме наш сторис там, все начали писать, это что, Мила Кунис, актриса? То есть, ну, естественно, я написал, конечно. Вот, потому что, чтобы отличиться от других артистов. Что, двигаемся дальше. Так, закидываем. Что за процесс интересный? Это мы заглушаем Сода соду. уксусом. Конечно. Я этот процесс знаю. Мунир. Ага. Помню, в детстве всегда мама так делала. Так. И тоже добавляем сюда. И меня мандават. Опа, салам алейкум. Мунир, Вот. в самом разгаре творческий сезон 2019. Какие сюрпризы, вот Пермука. конкретно от тебя, да, прошу, для твоих поклонников? Что ожидает? Расскажи. Какие сюрпризы. Новые клипы, APP 3 возвращается, я не знаю, скажи. Нет, APP шоу, ну, то есть оно будет действовать. Мы второй сезон добиваем в этом году, то есть потом уже будем работать дальше. Ну что нового? В этом году я планирую провести юбилейный концерт. Мне как-никак 30 лет. И 30 лет это осенью будет, да, Мунир Рахмаев. 30 лет и как 10 лет я на эстраде. То есть получается 2 юбилея. 10 лет на эстраде и 30 лет юбилей вне Но самолета. это будет осенью, да? Да, в день моего рождения, 4 ноября. Вот, Какие-то задумки про концерт этот есть? ничего не буду рассказывать, это будет очень, очень интересно. То есть, но я сразу скажу, это будет шоу. Ну, все говорят, что когда любого артиста берешь там на интервью, там, вот это шоу будет. Но у меня шоу будет состоять то есть, из танцев, естественно, то есть синхронные движения с танцорами, то есть, естественно, будут интересные декорации, световые там эффекты. Какие-то нестандартные дуэты, может быть, с кем-то? Это пока секрет умалчивается. Ну и, конечно же, я хочу сказать, что я с этим юбилейным концертом буду ездить по всем регионам. Это Башкирия, Татарстан, естественно. И даже в Нурлат.
Это по-любому. Вот, да. Ну что ж, потом Буинский забудьте это обязательно. Да. Ну, естественно, мы Пермский край тоже проезжаем постоянно. Пермский край вообще, кстати, вот в Перми очень много татар, потом Сибирь. Что говорить о Оренбургской области, там тоже очень много татар. Итак, Мунир, вот такое красивое, кстати, Да. очень ароматное тесто у нас получилось. Что делаем? Сколько лет знаю Руслана, еще не видел, чтобы он тесто делал. Вот я сейчас Ты просто в гости не приходишь, брат. Теперь курдем, и теперь эйтерме мене бердеген, молодец. Так, Спасибо, вот тебе брат, спасибо. тарелочка мене. Что делаем? Мы сейчас убираем 1/3 в морозильник. Так, секундочку, 1/3 теста. Пожалуйста. Все, рахматбек. Это морозильник. Морозильники. Что делаем с основной? Сейчас мы берем шунды эйбет, Таба. Он называется таба. И? Раскладываем давай. Так, все. Давай. Мунир. Так как ты уже здесь все сделал. Есть у меня еще вопросик к тебе. Давай, задавай, я сегодня Но готов. все я сегодня помнят твои выспался. сумасшедшие известные дуэты с Венерой Ахатовной, с Хамдуной Тимиргалиевой. Что это еще мы можем ожидать такого? Пока в раздумьях сейчас вот песни продолжать в дуэте спеть с Венерой Ганиевой что-нибудь интересное тоже, да, что-нибудь такое клевое, хитовое, с Хамдуной Тимиргалиевой тоже. То есть, а может вообще даже сделать трио. Трио? Это вообще будет. Например? Хамдуна Тимиргалиева, Мунир Ахмаев и Венера Ганиева. Вау. Я предлагаю вспомнить вот дуэт с Раязом Фасыховым. Кстати, у вас и диск ведь тоже вместе вышел. Я как раз вот тебе его и привез, подарил. Это MP3 диск, там есть все. Почему именно с Раязом? Почему не с Ильназом Софиуллиным? Честно говоря, прямая противоположность вообще. То есть он же певец, то есть у него классический голос, да, допустим, такие, а у меня то есть такие более подвижные, такие, то есть веселые, такие Вот быстрые именно. песни. У него Вопрос, тоже быстрые почему песни. тогда? Просто можно покажу я тебе? Да. Дай возьму пакет, который я тебе подарил. Почему выпустили? Потому что у дизайнера, кроме этих цветов, больше ничего не было. То есть я в сером костюме, Раяз в красном. Хорошо. Есть ли песня совместная, которую вы поете? У нас с Раязом песен нету, но у меня есть песни, которые... Совместных нет. Совместных нет, да. То есть, но у меня есть песни, которые я исполняю. То есть это его песни. Это Алмагыштара, ну, естественно, она такая народная песня, все ее исполняют. И Карлаган. Карадагана кара була, берелгана кызыл була, yarlarına yatlar alsa, yürekke yara bula, yarlarına yatlar alsa, yürekke yara bula. Так, Мунир, ну основание для пирога готово. Так, давай я әненің бараниларын салайым әлі. Так, отправляешь. А я, кстати, Мунир, с оставшимся тестом предлагаю, знаешь, что сделать? Можно вот так. Небольшой дизайн для нашего пирога. Так, ты пока все это раскладывай здесь. Так. С помощью вот такого приспособления мы сделаем украшение для нашего пирога. Так, защипываем края. Так. Можно я немножко так вот импровизирую немножко? Да, кстати, можно побольше, прям вот так максимально. Ой, такой мында ислер вашпе. Какие у тебя любимые блюда, кстати, которые мама готовит, Мунир? Давай похвали вот сейчас любимую маму свою. Вот у моей мамы фирменное блюдо это бялиш. Настоящий такой, знаешь, нурлатский бялиш. Вот у твоей мамы фирменное блюдо. Фирменное блюдо. Давай сейчас я немножко. Это шурпа из мотолыжки. Это, там добавляется непростой горох такой, специально большой горох такой добавляется. Но перед тем, как его добавлять, надо его обязательно в воде подержать какое-то время определенное. Потом уже там вообще просто вот такая красота получается. Так, ну что ж, Руслан, ты заканчиваешь орнаменты, да? То есть у нас сейчас последняя тема, последний штрих, это мы берем Тесто из морозильника. из морозильника тесто берем, да? Жесткий стал, да? И, внимание, что делаем? И мы его сейчас На крупной терке. на крупной терочке сделаем такие кудряшки. Это Не зря он называется, этот пирог, Праздничный. праздничный, чтобы он был кудрявый, веселый такой, вот имя. Так. Красивый. И сверху украшаем. Украшаем орнаментами, вот это да. Буквально по чуть-чуть. Буквально по чуть-чуть. У тебя хорошо получается, чувствуется ты. Так. Ну, Опыт. я по праву
могу назвать этот пирог праздничным, потому что и красиво, уверен, будет очень вкусно. Вот так вот. Ну что ж, мы его отправляем в духовочку, накрываем стол и попробуем наши блюда. Вкусный урдек и праздничный пирог. Энеим пирога. Смешали сливочное масло с сахаром и яйцами, добавили соду, гашеную уксусом и замесили тесто. Треть теста отделили и отправили в морозилку. Для основы пирога оставшуюся часть теста разровняли по форме для запекания, сформировав небольшие бортики. На тесто выложили варенье. Сверху на крупной терке натерли охлажденное тесто, равномерно покрывая начинку, и отправили пирог запекаться в духовку. Мунир Дусин, посмотри, что могут сделать двое мужчин, если что. Если... Есть желание подарить Конечно. нашим милым дамам, біздің ең матур яркан қызларға, хорошее настроение Все и самое праздничный стол. лучшее только для вас, дорогие женщины. Итак, мы пробуем праздничную утку, которую специально запекли по рецепту Мунира Ахмаева. Мунир, и не забудь картошечку. Ну что, Мунир, скажи, получилось у нас? Обалденно. Честно, не ожидал. А получилось нам как надо. То есть думал, что может... Моя бабушка обычно про такие блюда говорит, и скидки штамны. Бигрек там. Мы нашли было на есть. Основное блюдо действительно получилось очень вкусным. Одно хочу сказать, Мунир, и напомнить нашим мужчинам, что утка – это же та же курица, но она настолько нежнее и сочнее, поэтому готовьте ее для своих любимых с хорошим настроением, у вас обязательно все получится. Конечно, ничего Мунир, сложного, легко и просто. Рахмат Сигар, будь здоров. Рахмат Сигар, спасибо большое. Ну а прямо спасибо. сейчас с вкусным татарским чаем мы пробуем наш пирог. Так, пробуем. Бисмилля рахман рахим. Вот так Он вот. тоже получился, кстати, очень красивым. Ну и посмотри, посмотри. Не переборщили. Хорошо, как надо. Да-да. Очень легкий рецепт теста. Берите любое варенье, которое у вас есть в холодильнике, и удивляйте своих любимых. Мунир, здесь тоже 5+. Мунир Дустам, большое тебе спасибо, что ты нашел время в своем очень напряженном графике. И я честно рад, что мы с тобой в такой компании поздравили всех наших любимых женщин Татарстана с этим прекрасным весенним праздником. Милые наши женщины, от всей души поздравляю вас. Будьте счастливы. Женского счастья. Любим, ценим, уважаем. И пусть вас всегда окружают настоящие мужчины. Бәхетле тормышлар сезгә, без сезне яратабыз! С праздником 8 марта, он уже совсем скоро наступит, и вы узнаете, что вас очень даже сильно любят. Это была программа «Секреты татарской кухни». Мы готовим с большой любовью и только для вас на канале ТНВ. Сау болыңыз. Пока-пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Благодарим ресторан «Печь» за предоставленный интерьер и помощь в организации съемок.